Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Пока ты, Сердар, со своим отцом готовились к очередному празднованию по отмыванию народных денег, пока вы на протяжении всех этих лет грабили и продолжаете грабить наш народ, наши женщины, дети и инвалиды продолжают страдать, недоедать, умирать в нищете. Ты со своим отцом ничего хорошего для нашей страны, для народа не сделал. Ты, Сердар, со своим отцом и вашим проклятым семейством продолжаете пить кровь из наших людей. Сердар, люди в стране без работы. Ты когда начнешь шевелить мозгами? Ты же якобы стоишь у власти. Ты что, не видишь, как мучается наш народ? В стране созданы законы, обязывающие мужчин платить алименты, даже если они безработные. То есть они все равно должны платить алименты, даже если они этого не могут делать, по обстоятельствам того, что у них просто нет работы. Причем вы этих мужчин для начала сажаете на 15 суток. В следующий раз вы даете им 2 года тюрьмы. Вы что показываете всему миру? Что туркменские мужчины самые конченые, что ли? Якобы они не хотят обеспечивать свои семьи? Сердар, в Туркменистане безработные люди должны стоять на бирже труда. И это ты со своим отцом должны платить им пособие по безработице. И детям государство, возглавляемое вами, должно платить. А мужчин вы обязаны их трудоустроить. Они люди, ты понимаешь это или нет? Я просто не понимаю, как ты со своим отцом вот так нормально смотрите на вот эту нищенскую, позорную жизнь, которую вы дали нашему народу. Судебный пристав Туркменабада Заур Астанов открыто посылает мужчин Туркменабада ходить и собирать баклажки. Причем в его понимании это не позор, а вполне нормальная работа для мужчин. В Туркменистане масса людей ютится в однокомнатных квартирах по 13 человек. Там же живут и инвалиды. И нигде эти люди найти правды не могут. Они влачат жалкое существование. Наша страна – это страна рабов и нищих. Бедная Балтаева Разыгуль, жительница Туркменабада, выплачивает алименты из своей нищенской пенсии за своего сына, лишь бы его не посадили в тюрьму. А 2 детей, которым они отдают деньги, голодают вместе с бабушкой, потому что их мама вышла еще раз замуж. И ее новый муж со своей матерью требуют алименты с этой женщины за проживание в их доме. Это жизнь наших женщин в Туркменистане. Ты со своим отцом у людей отнял понятие любви. У нас никто никого не любит. Женщины, выходя замуж за других мужчин и пытаясь устроить себе жизнь, бросают своих малолетних детей на своих престарелых родителей. Наши женщины разводятся с отцами своих детей, потому что они безработные. Сердар, ты со своим отцом, 2 мерзавца, которые отняли честь и право у наших мужчин быть нужными и быть в помощь. Их бросают в поиске более обеспеченных. Вы построили сатанинское государство. Вы 2 слуги дьявола. Вы вообще работать собираетесь или нет? В Теджене проживает человек по имени Торе Чарыевич Ширалиев. Он уже в возрасте, имеет 2 сыновей, с женой разведен, но он имеет дом, в котором проживать не может, потому что его жена, несмотря на решение суда, не пускает. Он
имея решение суда, проживает в Теджине как бомж в чужих кладовках, скитается по чужим беседкам, чуть ли не в конуре у собак живет. Его одна сестра умерла, а другая сестра вышла замуж в Турции. И восстановить юридическую справедливость и добиться права проживания своего брата в отведенной половине своего дома она не может. Она страдает и плачет. У этой бедной женщины от горя за своего брата разрывается сердце. Ее брат скитается, имея свой дом, в котором он не может проживать, потому что его бывшая жена не пускает и шантажирует его, крича: если он только появится возле дома, она себя сожжет. Человек боится, скитается по Теджену, имея при этом свою жилплощадь. Сердар, в стране законы не работают, и вот такие люди, униженные и брошенные, никому не нужны. И найти правды, жить у себя дома они не могут. В Теджине есть хаким, есть соответствующие органы, которые обязаны решить вопрос этого уже далеко не молодого человека, чтобы он имел возможность жить в своем доме. Я тебе показываю решение суда, что он имеет право проживать в своем доме. И если жена его не хочет, чтобы он там проживал, надо решить этот вопрос, чтобы этот человек не мучился и не был бомжом. Вы люди или кто вы? Он проживает в чужих кладовках, живет в чужих дворах. Вы вроде бы мусульмане, но имана у вас нет. Ваша вера в Аллаха притворная, она ложная. Вы иманцы зла. Лично я не верю, что Аллах вас простит за все те ужасы, которые вы принесли нашему народу. Я видела, как твой проклятый отец молился Всевышнему. Пусть все твои пожелания будут спутниками твоей жизни, Харамдак, за все наши страдания, иншаллах. Лично я проклинаю тебя, Сердар, и тебя, Харамдак, и всю вашу проклятую семейку за все те ужасы, которые мы и весь народ Туркменистана увидели от вас. В этот великий праздник вы заставляете народ молиться о вашем благополучии и пожелании здоровья вам. Я вам говорю, я желаю вам, чтобы вы увидели, как народ вас встанет и будет требовать справедливости и расплаты с вами. Я знаю, что ты со своим проклятым отцом в сердце людей не залезешь, и их мысли, посланные Аллаху, вы не услышите. Мы вас всех ненавидим и презираем, тебя с твоим отцом и всем вашим тухумом. Никто и никогда не простит смерть своих родственников. Никто не простит вам голодные глаза их детей. Все беды, с которыми люди столкнулись в ваше правление. И наши люди никогда не согласятся на ваше королевское престолонаследие. Вы еще увидите, как народ будет вас гонять по улице. Ничто вам не поможет, ни ваши песни, ни ваши пляски, ни ваши лживые признания в любви и преданности продажных лизоблюдов. Ничто это вам не поможет. Народ с нетерпением ждет того дня и часа, когда они с вас смогут спросить за все свои страдания, за эту нищету и бедственное положение. И это время придет. Народ Туркменистана, женщины, пока мы с вами не будем решать наши проблемы, объединяться и решать все вопросы,
эти тираны ничего не станут менять. Они прикрываются всем, чтобы мучить нас. Женщины, думайте и любите своих близких, боритесь за них. Мы сами должны друг другу помогать, стоять друг за друга. Эта жизнь всем навечно не дана. Мы должны победить этих тиранов, и мы вместе с вами сделаем все, чтобы наши дети жили в законном государстве и получали все, чем богата наша страна. Мы не должны восхищаться одной этой захватнической семейкой, которая каждый день шикует и жирует за счет наших с вами богатств. Это наша земля. Народ имеет право. Халтын Хакыва.